Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире интервью на телеканале БСТ. И сегодня наш гость — это главный тренер хоккейного клуба Салават Юлаев Томми Ламса. Томми, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Ну вот вы, наконец, оказались в Уфе. Совсем скоро начинается подготовка к новому сезону. Прежде всего, позвольте спросить, как происходило ваше назначение на пост главного тренера? И правда ли, что вы сами высказали желание поработать главным тренером в этом сезоне? Already a long time ago when I started act as a coach, it was almost 20 years ago. Я начал работать тренером уже очень давно, прошло уже почти 10 лет. Сначала я работал с юниорской командой. Впоследствии, когда я начал работать с профессиональной командой Йокерит, я поставил перед собой цель – работать главным тренером где-то еще, в КХЛ или другой европейской стране. Так что это моя цель уже много лет. В течение 3 последних лет, когда я работал в Уфе ассистентом главного тренера, я начал чувствовать, что однажды я смогу стать здесь главным тренером. Сейчас я чувствую огромное желание работать, огромное желание побеждать. Хочу помочь Салавату Юлаеву добиться чего-то значимого вновь. Мой уровень мотивации очень высок. Я испытываю очень хорошие ощущения от команды, от клуба. Мне легко говорить об этом, потому что я работал здесь последние 3 года. Это большая честь работать главным тренером. Как я уже сказал, мой уровень мотивации очень высок. Absolutely high Что нового вы бы хотели, вот как главный тренер, привнести в игру команды в новом сезоне? of course I'll bring my own philosophy and it's Естественно, у меня своя философия. Это касается лидерства, управления коллективом, то, как мы работаем каждый день, как проходит взаимодействие с игроками, моими помощниками. Что касается игры, то я приверженец европейского хоккея. Конечно, он несколько отличается от российского. Я хочу привнести свою философию, но я по-прежнему с большим уважением отношусь к российскому стилю. Так что верю, что нам удастся создать хорошую смесь финского, канадского и российского хоккея. И именно так я собираюсь работать в Салавате. Расскажите, пожалуйста, о своем тренерском штабе, кто в него будет входить и кто за что будет отвечать, какие обязанности будут у тренера. I think our coaching staff is we have a really Я думаю, что у нас очень опытный тренерский штаб. Это тренеры, которые знают, как побеждать, как добиваться успеха. Это очень важно в мире профессионального спорта. У нас не так много времени. Мы должны пользоваться каждым мгновением. Именно поэтому нам нужны тренеры, которые обладают знаниями, как выиграть Кубок Гагарина. У нас хорошее взаимопонимание. Мы работали на протяжении всего лета вместе. Сначала по телефону каждое утро мы проводим встречи. У меня очень хорошие ощущения от совместной работы. Получилась достаточно интересная ситуация. Вы работали в штабе Николая Цулыгина, теперь он работает в качестве вашего ассистента. Как сейчас складываются ваши взаимоотношения и ваша работа? When I came here 3 years ago, Когда я приехал сюда 3 года назад, Николай был в нашем тренерском штабе. Я знаю его очень хорошо, а он знает меня. Мы очень тесно работали все эти 3 года. Мы обсуждали игры и тренировки, какие упражнения нужно проводить, обо всем, что окружает хоккей. Я думаю, это простая ситуация. Мы хорошо знаем друг друга, просто поменялись ролями. Я думаю, что это очень важно, взаимодействие в тренерском штабе. По мне, это старомодное мышление, когда кто-то один стоит выше всех. Конечно, последнее слово за главным тренером. Он принимает решения, но взаимодействие внутри штаба – это очень важно. Мы продолжим делать то, что и в прошлом сезоне. Так что ситуация хорошая. Команду покинул Линус Сумрак, важнейший игрок команды. Каким образом восполнить вот эту потерю? Linus, like we all know, he's a great player. Линус – великий игрок, как мы знаем. Он провел много времени в Уфе и показал впечатляющие результаты. Но такова хоккейная жизнь. Игроки меняют команды и ищут новые вызовы. Для нас это тоже вызов. Как найти игрока вместо него, попытаться найти нужную комбинацию в наше первое звено. Это вызов для нашего тренерского штаба. Но я верю в то, что мы найдем необходимое решение.
try to create combination. Как в целом оцените трансферную работу, переходы хоккеистов вот этим летом? Yeah, it's like I said earlier, it's always like this is professional. Как я уже говорил, мы живем в мире профессионального спорта. Игроки приходят и уходят. Я вполне доволен нынешним составом команды. Наша команда выглядит сильной, достаточно быстрой. В команде разные типы личностей, которые обладают необходимым мастерством. Что важно, у нас очень хороший вратарь. Таким образом, у нас есть все необходимые кусочки пазла, которые нам предстоит собрать. У нас очень хороший состав. Хочу сказать еще одну вещь. Вчера и сегодня прошли 2 игры между Таросом и Талпаром. У нас очень талантливая и голодная молодежь. Для меня это тоже большая возможность дать играть на уровне КХЛ. Тем не менее, есть ли позиции, которые еще требуют усиления, на ваш взгляд? Let's see. Like I said, we have a situation at the moment looks good. Посмотрим. На данный момент ситуация выглядит хорошо. Я хочу дать шанс проявить себя этим ребятам, показать, на что они способны. Если по ходу сезона мы поймем, что нам кто-то нужен, будем реагировать. Это тоже часть хоккейной жизни. Но сейчас у нас есть такие игроки, как Мухаммадулин, Амиров. Может быть, другие хоккеисты смогут дать нашей команде необходимую энергию. На данный момент я сильно верю в этот коллектив. Учитывая пандемию коронавируса, какие планы сейчас у Салавата на подготовку? Поедет ли команда на сбор в Финляндию? Of course, I think there is influence all teams Конечно, это влияет на все команды. Мы по-прежнему хотели бы отправиться в Финляндию, провести там тренировочный сбор. Все зависит от того, откроют ли границы. Так что у нас есть план А – 2-недельный сбор в Финляндии. Если мы не сможем поехать, останемся в Уфе. Это план Б. Завтра у нас первая встреча. Доктор объяснит нам, как мы должны вести себя в повседневной жизни. Мы должны уважать правила. Они одинаковые для всех команд. На первом месте здоровье каждого игрока. Озвучило ли руководство перед вами спортивные задачи на следующий сезон? We've been talking with the coaches. What is our goal? С тренерским штабом мы говорили о наших целях. Мы говорим об этом каждый день, потому что цель дает смысл каждодневной работы. В течение этой недели мы объявим наши цели команде. У меня есть свое понимание, к чему мы должны стремиться, но я хочу обсудить это с игроками. Where we are going and what is our purpose and. А вы в России уже 3 года. Выучили ли что-нибудь на русском языке? Я говорю чуть-чуть по-русски. Я говорю очень хороший русский язык. И я хочу тренировка русский язык. Спасибо. Спасибо большое, Томми, за интервью. Было очень приятно с вами пообщаться. И удачи вам в новом сезоне. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня это было интервью с главным тренером хоккейного клуба Салават Юлаев Томми Ламс.